В похищении 17-летнего подростка, его избиении и вымогательстве обвиняют двух молодых людей. По версии следствия, он задолжал подсудимым 5000 рублей, но отдать долг не смог. После чего они решили взять деньги силой. Сегодня в Московском районном суде зачитали обвинительное заключение и допросили свидетелей. На процессе присутствовала и Нафиса Минязова. Лицо! Товарищи подсудимых не желали, чтобы объективы телекамер были направлены в их сторону. От съемки они пытались уберечь и своих друзей, пока их под конвоем вели в зал суда. Феликса Заварихина и Дамира Садыкова обвиняют в незаконном лишении свободы подростка, а также грабеже и вымогательстве. По версии следствия, 8 марта минувшего года они подкараулили 17-летнего парня, насильно затащили его в автомобиль и отвезли к гаражам на улице Химиков. Там избили, отобрали мобильный телефон и оставили на пару часов в одном из боксов. Таким образом, хотели вернуть 5000, которые потерпевший был должен. Он брал в долг 7, но 2 отдал раньше. Возник умысел у подсудимых о том, что необходимо данное денежное средство получить насильным путем, в связи с чем они его похитили, избили и забрали сотовый телефон у несовершенно потерпевшего. Кроме того, сумма долга выросла до 45 тысяч рублей. Молодых людей задержали, в отношении них возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: похищение человека, вымогательство и грабеж. А Феликса Заварихина обвиняют еще и в уклонении от воинской службы. Свою вину они не признают. Прошлое судебное заседание было отложено, так как на него не явились ни потерпевшие, ни свидетели. Сегодня же они пришли. Процесс проходит в закрытом режиме, так как похищенный ранее подросток несовершеннолетний, поэтому журналистов туда не пустили. Сейчас там зачитывают обвинительное заключение. Допросили также свидетелей, их было более 10 человек, все подтвердили, что долг был. Процесс отложили до 3 декабря. На следующем заседании планируют допросить самого подростка. Если вина молодых людей будет доказана, им может грозить немалый реальный срок заключения. Только за похищение человека закон предусматривает до 12 лет лишения свободы. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.